Всем привет! Салом ба бинандаи барномаи Комёб. Шумораи шашуми барномаро пешниҳоди шумо мекунем. Да, и мне интересно узнать, что ты знаешь про йогу? Дар бораи йога чандон маълумоти зиёд надорам. Фақат ҳаминро медонам, ки бештар дар Ҳиндустон ҳаводор дорад. Йога начала брать обороты в таджикском обществе не так давно. Все больше и больше людей начало интересоваться этим видом спорта для души и тела. Вот и мы решили не отставать от трендов и сняли выпуск с инструктором по йоге Азизой Гамовой, который сможет более детально вам рассказать про этот вид спорта. Меня зовут Азиза Игамова, мне 27 лет, и я персональный тренер. Образование у меня, так скажем, многопрофильное. Сначала я заканчивала Московский государственный университет по специальности дипломат, а затем я переквалифицировалась на тренера. Тренером я решила стать, потому что я много лет уделяла профессиональному спорту. Я входила в состав сборной, я бегала за сборную. Это бег на средней дистанции, 800 тысяч метров. Затем мне появилась возможность просто переквалифицироваться. Я обучалась в течение нескольких месяцев на этом. Затем выдалась поездка в Алмату, где я закончила специализированную школу для преподавателей йогов. Сейчас продолжаю обучение, я обучаюсь на MBA. MBA — это Master of Business Administrating, то есть я по профессиональности, по специализации HR. То есть мы будущие управленцы, мы работаем с человеческим ресурсом. То есть это не дело производства, это не отдел кадров, это больше работа с самим человеком, с самим персоналом. То есть мы работаем с сотрудниками, мы налаживаем стратегию, мы выстраиваем целую корпоративную культуру. И вот по сей день я в этом году устроилась по этой специальности. Я совмещаю свое любимое дело с основной деятельностью. То есть я стараюсь находить баланс между, так скажем, светлым и темным, ярким и тусклым во всем. Это проявляется в еде, это проявляется в одежде, и это проявляется в первую очередь на том, что я делаю весь день. К примеру, например, вчерашний мой день начался с 4:30 утра, потому что в 5:15 у меня была моя работа в качестве тренера. То есть в 5:15 у меня было занятие, было 2 занятия подряд. Я закончила, и к 9 мне нужно было приступать на вторую работу, непосредственно в консалтинговой компании. Потом вечером я опять бегу на тренировки, и как-то, не знаю, то есть такой ритм более для меня почему-то привычен. Мне непривычно, когда бывают дни, когда я не знаю, как он запланирован, что меня ждет, и когда он в большей степени свободен, для меня уже некомфортно. Семья небольшая, она совсем маленькая. Это я старший ребенок в семье. Спустя 5 лет появился мой братишка и вот моя мама. Она есть черта моего характера. То есть я иду туда, куда, по сути, не должна идти. То есть что-то неизведанное всегда интересно. И я всегда это делала. И пойдя на тренера, я понимала, что я абсолютно не подхожу под это. Я внешне не подходила, потому что я была достаточно той комплекции, худой, не та спортивная комплекция, которая бы желательно была бы предпочтительна для тренера. У меня не было командного голоса, я не умела говорить, я не умела представлять себя. А если ты не умеешь представлять себя, ты не умеешь, так скажем, продавать свои услуги и не можешь вести элементарно группу людей в том или ином направлении. И, получается, это заняло достаточно немало лет. Это студенческие годы, потому что школа — это такой был тихий период моей жизни. И вот, да, если по сей день одноклассники меня увидят, они чуть-чуть внешне не всегда меня узнают, а зачастую не узнают меня в общении. Всю жизнь я себя не представляла нигде, кроме как в Таджикистане. То есть по сей день, 27 лет, я нахожусь тут. И я даже делаю то, что не свойственно, так скажем, как минимум девушкам
нашего ментального склада ума делать это. То есть я работаю и занимаюсь своими любимыми делами, несмотря на какие-то предвзятые стереотипные отношения общества. Это показывает мою любовь к стране, да, то есть я не оставляю ее, я 27 лет, не знаю, что будет дальше, но пока на сегодняшний день я рискнула, и я набрала смелости продолжать жить тут, но при этом заниматься своими делами, любимыми. Но в планах, наверное, иногда задумываешься о том, а если бы уехать? Я даже искала какие-то программы, но первый вопрос был, это какая страна? Не поверите, ни одна страна не подошла ни под один критерий погоды. Я бы посоветовала себе в первую очередь не спешить, потому что у всех же, так скажем, циклы жизни, у всех темп жизни разный, да, и даже когда вы сходитесь с тем или иным человеком, будь он друг, будь он любимый человек, вы должны сначала сойтись не характерами, а темпами жизни. Я пытаюсь успеть все везде и всегда тороплюсь, что не есть всегда хорошо, но в жизни это, да, это может сыграть злую шутку, потому что если зайти немного в личную сторону, я была уже в браке по молодости, я считаю, это было по глупости, по сей день считаю, потому что общение с человеком, что брак заняли несколько месяцев, вот в целом. То есть мы не были даже долгий срок вместе, и на тот момент я поторопилась, потому что у меня, к сожалению, не было, наверное, какого-то другого примера мышления в голове. То есть все выходят замуж, нужно выйти замуж, и тем более, если это плюс-минус, если тем более это первое отношение, ты никогда не задумываешься, что а как можно же там, не знаю, можно сделать так, что у вас не получится, и спокойно разойдетесь, и построите там отдельно друг от друга другие отношения. Тогда мой склад ума был чуть-чуть такой другой, и я бы в первую очередь, да, посоветовала себе не спешить и просто наслаждаться процессом. То есть пойдет все своим чередом. Вот на сегодняшний день я бы сказала, что я спокойный, счастливый человек. То есть это не проявление каких-то бурных контрастов между плохим и хорошим. Мы идем по течению, и мне достаточно хорошо. Мне спокойно, хорошо, и я бы не торопилась бы, если бы была бы в таком состоянии в 20 лет. Когда вы связываете жизнь свою с кем-то, вы не должны думать, что вы должны страдать, что вы должны терпеть. Если это качество вашей жизни хоть на какой-то момент ухудшает, либо вы задаетесь вопросом, нужно ли вам так дальше жить, либо же вы уходите. Честно говоря, мне было тяжело, может быть, поэтому мой брак продлился не один день или одну неделю, а чуть дольше, несколько месяцев, потому что в первую очередь я боялась саму себя, потому что для меня мой худший враг я сама. Я, что бы ни делала, я всегда должна получить от центральной головной системы одобрение. И на тот момент мозг не хотел мне давать одобрение, потому что я очень много сталкивалась на тот момент, когда в первый же месяц уже были вопросы о том, чтобы разойтись. Вас не успели еще все поздравить, и вы думаете о том, что надо разойтись, но при этом ты девушка в паре. А девушки сложнее намного. Поэтому я затянула это на несколько месяцев, и, наверное, я бы сказала, это банально, я обратилась на тот момент к маме, к тете. Это два человека, которые действительно вытащили меня, они сделали следующее, они просто я переехала к маме, и на какой-то период времени мы просто не общались. Конечно же, человек даже не делал попыток связаться, потом были какие-то попытки, но это было уже не важно. И вот на тот момент, когда у меня начался включаться здравый смысл, я, наверное, первый раз сделала за тот период, за те много лет, которые это был первый, наверное, один из первых шагов в моей жизни таких серьезных после смены профессии. Это я купила билет
в Брюссель, в Бельгию и улетела. Все, я стала сама собой, я понимала, что я в браке, но если ваш любимый человек не хочет сделать вам хорошо, тем более не появляется в этот период, нужно действовать самой. И поэтому я тяжело справлялась, честно. Первые полгода, наверное, были тяжелыми, когда тем более тебя знают плюс-минус какая-то часть города. Тебя постоянно спрашивают, почему, как. В этот момент просто надо не терять самообладание и просто оставаться холодной. Это не получается, но на обществе нужно оставаться холодной, а потом это уже как-то уляжется. Это вот было года 3 назад, но сейчас я думаю, неужели я так разговариваю спокойно об этом, без эмоций, без слез. И даже очень благодарна тому, что у меня было тогда. Действительно, это был огромный урок, потому что не факт, что я бы встретила сейчас вот того человека, с которым я сейчас. Я не знаю, что будет дальше. Но мы встретились, потому что мы пережили вот этот определенный отрезок своей жизни. У него что-то было, у меня что было, и сложился другой уже тип характера, да. Что-то поменялось, что-то трансформировалось, и вот сейчас трансформированный пазл уже сложился вот в то, что сейчас у нас. Соединяя свою жизнь с кем-то, да, то есть вы находите друг друга, это должно приносить плюсы. Состою в отношениях достаточно серьезных, потому что у нас уже ведутся разговоры о том, что там совместное проживание, семья, там будущее. Мы еще только-только общались, мы часто общались, но вот только-только, вокруг да около, и он мне сказал, что, понимаешь, с появлением нового человека в жизни, тем более партнера, твоя жизнь должна быть как минимум оставаться такой же, какой была до его появления. Она может стать лучше, она может стать очень хорошей, но она не должна быть хуже того, что было у тебя до появления меня в твоей жизни. И я подумала, как гениально, но просто... У меня есть контракты с разными предприятиями, компаниями, либо же просто договоренность с частными лицами. Например, вот той же гостинице «Хаят» я преподаю йогу групповую для их персонала. Поэтому там Кока-Коле вела, в Сирене вела, то есть несколько мест, где со мной заключает контракт непосредственно как с человеком, который предоставляет эти услуги. Поэтому комплекс спортивный один, а места разные. Стандартная цена обычно она фиксируется самим предприятием. Например, если вы хотите записаться ко мне на занятия в фитнес-клуб XFIT, час занятий со мной будет стоить 145 самон. К примеру, если я веду иногда также в гостинице «Шумон», там час персональных занятий стоит 150 самон. Плюс-минус где-то там, так скажем, можно сказать от 120 до 150. Естественно, вы, если занимаетесь в группе, это намного дешевле. Сейчас это модно, это тренд. И люди даже просто, если быть в ногу со временем, они записываются, они ходят, даже если они это делают неосознанно, но они это делают. Может быть, отчасти это радует, отчасти нет, потому что все-таки осознанного отношения к именно работе со своим организмом и телом, оно стало больше, но не настолько много. Некоторые люди писали моим друзьям о том, что, вы понимаете, это грех заниматься йогой. Во-первых, это не наша религия. Вот этот момент, который я пытаюсь, у меня есть страница в Инстаграме, где я ее с недавнего времени веду как рабочую. И там я как-то затрагивала тему, которая стала очень актуальной. Никто не комментировал особо под самим постом, но при этом люди пересылали мне это, другим людям, и началась активная дискуссия того, что наша религия никак не сопоставима с данным родом деятельности. Нет, она сопоставима. Верите вы в Бога, не верите вы в Бога, это не относится никак к вашему вероисповеданию.
Да, йога пришла и переплелась с буддизмом, не зря Будда символ йоги. Но так как она появилась в то время именно в том регионе, так скажем, люди распространяли ее как практику работы со своей духовной составляющей и физической. И слияние этих двух частей приносит, так скажем, хороший результат. Поэтому это не грех заниматься йогой. Йогой нужно заниматься. Верить в Бога нужно, не нужно решать вам. Просто за вас кто-то другой не сделает ваше тело и организм здоровее. Потому что медитация, в первую очередь, это не сон, это работа с подсознанием. То есть, если вам неудобно поза лотоса, вы можете, как в йоге нидры, лечь на спину и принять удобное положение. Вы можете облокотиться о что-то. То есть, вначале главное понять, что вам нужно найти более комфортное положение, потому что вначале голову, дыхание и тело одновременно контролировать будет очень сложно, и начинаем мы суетиться в этот момент. Потом постепенно все это, конечно же, с практикой приходит, это обязательно придет, только нужно время. Затем мы стараемся слегка напрячь живот, чуть-чуть, чтобы держать тонус в теле. Но при этом мы одновременно расслаблены. Не обязательно ладони держать в таком положении. Мы можем тепло создавать в животе. Так, кстати, будет уютнее. Это доставляет такое ощущение комфорта. Закрывая глаза, мы этим самым отключаем полностью визуализацию. То есть в голове мы представляем что-то, но закрытые глаза помогают полностью весь визуальный аспект выключить. То есть мы не будем на что-то лишнее отвлекаться, и это тот самый момент, когда вы акцентируете на ощущениях. Можно включать какую-то музыку, можно не включать. В целом суть медитации в том, что вы настолько абстрагируетесь от процесса в целом, от всего происходящего, что даже при наличии сильно громкой музыки, шума, еще чего-то, криков, вы будете настолько погружены в себя, что вам ничего не помешает. Но на начальном этапе, естественно, надо создать ту атмосферу, которая вас направит. И все, естественно, начинается с дыхания. Постарайтесь дышать сначала так, как вам привычно. Ничего придумывать, ничего усложнять не нужно. Первые практики обычно заключаются просто на комфорте и на личных ощущениях. Всякий раз, когда вдыхаете, постарайтесь тянуть сердце кверху. Каждое вытяжение сердца вверх будет означать, что ваше тело контролируется вами, и вы ровно дышите. Если непонятно дыхание, всегда можно положить на грудную часть, там, где оно происходит. Обычно легко вдыхать носом и выдыхать ртом. И не думая ни о чем, старайтесь себя мысленно направлять. То есть медитация — это наступает тот самый момент, когда приходит в голову то, что вы чувствуете тело, то, что вы чувствуете пальцы, каждую часть по отдельности. То есть те самые моменты, о которых мы не задумываемся в течение дня и делаем автоматически. То есть чувствуем, что есть спина, и она достаточно контролируется нами. Есть дыхание, которое происходит в грудной клетке, и от этого она двигается. Так и дышите. Затем, в зависимости от того, медитируете вы утром, днем или вечером, вы выбираете, в каком темпе дальше дышать. Это пранаяма в йоге. То есть техника дыхания, которая позволит нас дальше направлять в медитации. Чаще всего какой-то успокаивающий голос, либо музыка на фоне вас, естественно, направит. Если это утренняя техника, постарайтесь дышать чаще, то есть себя разогревать. Если вы хотите больше расслабиться, либо близитесь ко сну, вы делаете это растянуто, вдыхая долго, выдыхая также продолжительно, этим самым себя успокаивая. И главное понять, что пока вы дышите, вы работаете с подсознанием. То есть думать о том, о чем вы думаете в течение дня, не нужно. Вам нужно просто сосредоточиться на том, что вы чувствуете, к примеру, как элементарно ладонь коснулась груди. Чувствуйте элементарные моменты. Голову, шею, просто проходите по всему телу.
Чувствуете, как элементарно набирается воздух в легкие, и от этого грудь поднимается, а с выдохом опускается вниз. То есть вы проходите по всем тем процессам, которые обычно не требуют внимания в течение дня. Таким образом, вы просто забываете о том, что вас беспокоит в течение дня, и в целом погружаетесь, фокусируясь только на себя. Занимаетесь не просто йогой, занимаетесь своим телом, занимаетесь собой, занимаетесь своим самосовершенствованием. Помним, что мы хоть и стремимся к идеалу, но идеал мы сами. И такое самосовершенствование каждый день, вкладывая по капельке в себя, получается целая чаша. Поэтому просто занимайтесь собой во всех аспектах. Всегда находите время для себя. Дышать, двигаться, читать, вкусно поесть. Не забывайте об этом и увидите, как жизнь поменяется кардинальным образом. В целом я считаю, что любые определения, там, самодостаточная девушка, уверенная, любое определение, оно зависит от восприятия человека, да? То есть от каких-то заложенных схем в его голове. Поэтому, может быть, не совсем верно, но для меня это воспринимается как человек, который живет во владу собой, то есть у него есть свой внутренний мир, и он не нуждается в подпитке извне чем-то, чтобы этот мир поддерживать. То есть вы сами есть тот ресурс, который вам нужен. Вы сами тот человек, который себе нужен. Вы сами все то и все те, кто вам нужны, это вы сами. токунун онро як нави ибодат медонистам, лекин ба ҳеҷ дине иртибот надошта, як нави варзиш будасту бас. Действительно, йога всего лишь один из видов спорта, и данный вид спорта может многим понравиться. Кроме того, мне кажется, выпуск получился очень даже душевным, ведь Азиза рассказала и о своих сокровенных моментах своей личной жизни и поделилась о своей деятельности. бо дидани наворҳои ҷолибу зебо чашмҳо об мехӯранду худ лаззат мебарем, вале дар бораи онҳое ки пушти дурбин заҳмат мекашанду навори диданӣ омода мекунанд камтар огаҳ мешавем. қаҳрамони минбаъдаи барномаи комёб муҳаммад али файзуллоев ҷавонест ки тӯли 6 сол ба ин кор машғул аст ва гурӯҳи худро бо номи Elite Pro таъсис додааст. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях и не забывайте оставлять комментарии под выпусками. Нам всегда интересно узнать ваше мнение. Кроме того, вы можете нам написать на адрес электронной почты, который мы укажем под этим видео. То барномаҳои баъдӣ. Пока-пока!